Друзья, кто-то отдыхает на морях, лежа на песочке. Мы отдыхаем вот так. Это проект испытано на себе на канале Якутия 24. Смотрите наши выпуски. Они всегда очень интересные и информативные. Друзья, сегодня у нас был план добраться до Наледи, но, как видите, мы сейчас уперлись в такой тупик, проезда нет, поэтому мы сейчас немножко думаем поменять немного планы, посмотрим, может быть, тесты сделаем сегодня. Ну а пока отдыхаем, наслаждаемся, жарит как летом, и такой контраст, зеленые деревья и лед.
Испытано на себе. Друзья, сегодня мы хотели дойти до наледи, до живописного очень места, но, к сожалению, не весь лед сошел, и как бы создался такой тупик, мы не смогли пройти до основной наледи. Вот, поэтому у нас сегодня освободилось время, мы планировали сделать тесты завтра, но сделаем сегодня. Тесты достаточно интересные и, на мой взгляд, немного даже авантюрные местами. Обо всем поподробнее расскажет Сергей. Сергей, пожалуйста, какие у нас будут сегодня тесты? Первый тест, который мы будем проводить, действительно он авантюрный. Мы привезли сюда вообще на тестирование новую модель лодки Sherpa. Это Sherpa Everest 470. Два слова буквально про лодку. Чем она отличается от простой Sherpa, которую уже многие знают. Это первое дно. Дно сконструировано таким образом, что состоит из двух слоев. Верхний слой — это палуба высокого давления, а нижний слой — это обычное дно НД. Да? Если посмотреть сейчас это дно, мы видим, что палуба, дно практически абсолютно ровное. Оно жесткое. Люди, которые ходили на лодках надувных, привыкли, что дно такое волнистое. Здесь оно прямое и жесткое. Давайте еще посмотрим, где расположены клапана, потому что нам это потом пригодится в тестах. Этот клапан, он накачивает дно от высокого давления. Этот клапан накачивает дно НД низкого давления. И видим, что тут дно НД, оно такое что характерно, имеет волнистость. Кроме того, здесь есть еще в нижней переборке Sherpa, здесь есть из такого же материала переборка высокого давления. И что мы будем делать? Мы будем имитировать пробой. Сначала пробьем дно, посмотрим, как лодка себя ведет. Потом пробьем один борт, посмотрим, как себя ведет. И потом пробьем второй борт и посмотрим, как себя лодка ведет. В этом всем будет участвовать я. В этом будет участвовать Константин, начальник производства. Он будет за штурвалом терпящего бедствия судна, да, точнее за румпелем. И Руслан, ведущий программы «Испытано на себе», будет на себе испытывать этот авантюрный тест с потоплением лодки в нескольких сотнях километрах от Якутска, в безлюдной местности, на горной реке с течением примерно 7-10, наверное, километров в час. То есть тесты, они будут прикольные. И сопровождать нас будет еще одна лодка. Это с нашим оператором Петром, который сейчас нас снимает, да, не может себя показать. И с Александром, который будет нас страховать, тоже будет за румпелем уже страховочного судна. Это классическая Sherpa 500, в классике. Ну что, тогда загружаемся, выходим на воду, включимся и будем смотреть, что у нас как будет идти. Немного волнительно, но вперед, как говорится. Испытано на себе. Так, ну что, друзья, мы прокалываем дно. Будем. Хотя мне сказали, есть способ проще, можно просто открыть клапан. Открываем клапан и... Так, мы сейчас спускаем. Раз, два, три. Все, спущено. Да. Если посмотреть, дно спущено, оно мягкое, а это дно, оно стало жесткое, чуть-чуть стало помягче, но тем не менее по нему можно спокойно ходить. Теперь попробуем на скорость. Спокойно. Да, на скорость. До этого было 18, течение очень сильное. Очень видно, как вода поднимает нос. Поднимает, да. Конечно, скоростных характеристик ожидать, наверное, не стоит. 10 километров. Но 10 километров в час она идет, и даже прям достаточно 7, хорошо. 8, 9. 9 против течения. Ну да, течение достаточно. Идет стабильно, нормально? Давай разворот и по течению.
разворачиваемся. Интересный нюанс. Так, теперь пошли по течению. 22. Вот, дно пробито, это мы видим. Но идем на глисе по течению. 23 километра в час. Ну, здорово. Не причаливай. А давай подъедем, покачаем. Не надо, не надо. Мы же сейчас снимать будем переборку. Ты хотишь все спустить? Да. Нет. Вот, начальник производства не ожидал, что мы сейчас будем спускать полностью лодку. Вот так ведет себя спущенное дно. 7. То есть скорость 7 километров, 7,5 километров в час. Лодка идет против бурного течения. Со спущенным полностью дном. Ну реально она как это, да? Палуба. А управляемость как? Управляемость хорошая. Нормально, да? Да, ну вот. Даже на пробитом нет. Даже прохватов нет. Даже прохватов нет. Перестала гавкать, да? На волнах. Ну что, сдуваем? Так. Так, сейчас следующий этап. Спускание какого? Спускание, Спускание левого баллона. баллона. Спускание левого баллона. То есть получается пробили и дно, и левый баллон. Да, пробили дно и левый баллон хором. Маленько страшно. Да. Ну давайте Основной начнем. баллон спускаем. А что? Баллон пробит. Баллон пробит. Сверху есть у нас еще в лодке сверху, как в классической шерпе, так и в шерпе Эверест, аварийный баллон верхний, который позволяет нам держать. Это стандартный, да? Да, это стандартный, это стандарт шерп, вот в той тоже есть. Ага. Вот, что мы сейчас видим, да, мы открыли, пытаемся его подвыкачать. Ну, наверное, есть немножко крен, потому что все-таки Так, ну можно так. Да, баллон здесь спущен. посередине. Так, пробуем. Было 7 километров в час против течения. Нет, туда, против течения. Прямо померим скорость. Туда. Вот как ведет себя баллон. Я могу стоять, ходить, танцевать. Ну, здорово. Да, 8. А, кстати, даже быстрее получается. 9. Сколько? 18-19 км в час? 18. 19. Полный газ. Полный газ. 19 километров в час. Ну что, давайте разворачиваться. И Давай. пойдем спускать второй А, баллон. 21. 21, да? 21, 22. 23. Давай в ту сторону разворачивайся. Ты так? Ну, кстати, даже с пробитым баллоном лодка сохранила свою маневренность. Достаточно Ну да. хорошо разворачивается. Едем на лодке, у которой спущено дно, левый баллон. И она идет против течения 6. Короче, 1 километр в час потеряли. Ну, дно оседает, да, оно там болтается, видимо. Будет интересно посмотреть, что снял Петр.
как она себя ведет. А может дно еще клапан открыть? Он пустой уже. Спустила? Да, ну он открытый, он пустой, да. А, нет ничего. Его водой давит, его водой уже сложилось. Получается, около 1 километра в час потеряли, то есть без левого баллона. Сейчас мы будем спускать правый баллон. Будем спускать правый баллон. Так. Лучше садись сюда. Внимание. Так. Спускаем правый баллон. Километров в час. Но ему, в общем, особой разницы нет. 6 километров в час идет против течения. О, как интересно. Вывернуло полностью. Паром, да? Как паром. С этим. Баржа. Баржа с аппарелью. Разворот, поворачивай. Давай. То, конечно. Так, те же 6 километров в час, в принципе. Но вода уже достаточно близко, конечно. Лодка спущена, но аварийные борта, конечно, держат. Не допустить, главное, нам столкновения. О, еще и по волнам пойдем. Волна. Ну, средняя волна. Так, заливает чуть-чуть. Брызгами только. 16 километров в час. 17. А если мы назад сядем немножко? 17. Итак, на полностью спущенной, можно сказать, классической лодке с полным порезом. Вот. 19 километров в час. Лодка по течению идет 19 километров в час. Вот. Хотя должна была давно уже быть на дне. Да. С 500 килограммами грузом на борту. И что характерно, можно спокойно, может, с нее даже рыбачить сейчас. Испытано на себе. Возможно, тесты со спусканием дна и основных баллонов некоторые могут посчитать не очень объективными. Действительно, через пробоину в баллоны попадает вода, что сказывается на скорости передвижения. Но вот один из свежих примеров. Об скальник было пробитие дна, но тем не менее лодка на глиссере дошла до базового лагеря, где и была починена. Так, мы пробили на спуске с водопада дно. Сейчас идем на спущенном дне. Где-то прорезали там скалу. И вот у нас дно жесткого давления. Сейчас нам спасает. На глиссере спокойно идем. Просто сейчас доедем до базового лагеря, как клеится. Непонятно, что порезали. Но при этом нас двое человек, груза много. И спокойно едем. Смотрим на повреждения. Что мы видим? Видим мы порез. Вот, сейчас мы его вчера здесь ставили камень для того, чтобы лодка выветривалась. Чем хорошо, чем нравится мне бронированная лодка, да, тем то, что она не дает разойтись до конца. То есть вот мы ее, получается, прорезала, но не порвала. Обычно, если дно не бронированное, она может и до 1,5 метра дыра быть.
то есть ее разрывает. Но это еще когда баллон дно слишком накачан. Ну, хотя вчера я дно качал специально поменьше, для того, чтобы, ну, боясь было, если в случае вот тут как раз вот таких вот рваных случаях надо дно маленько приспускать, но все-таки об скалу, когда режущие, вот, там, конечно, да, там уже ничего не спасет тебя. Вот. Ну, дырка такая, как бы, серьезно. Вот. Сейчас мы ее хотим, думаем, снаружи ее заклеить и снутри ее заклеить. Вот, снутри, я думаю, получится. Сейчас здесь маленько просохнет все. Хотя чувствуется, там чуть-чуть влага есть. Вот. Сейчас мы это все, пусть она полежит в таком состоянии. Солнце ее сейчас нагреет, и она будет, мне кажется, выветриваться. Сейчас мы обратно камень поставим, и пусть стоит, проветривается. Испытано на себе. Руслан, скажи, ну, я знаю, что ты пользователь лодок уже достаточно давно. Вот, как ты оценишь по-честному результат этого теста, который мы получили? Нет, ну в целом я не думаю, что какая-то лодка может, допустим, как-то так двигаться, да. То есть, если спустить дно и баллоны, то, ну, вообще на мягком дне никто не сможет пройти. А как ты думаешь, насколько важно, чтобы такие характеристики живучести лодки были? Слушай, ну так, я думаю, это вообще абсолютно не лишнее. Ну, то есть дополнительная безопасность, она всегда приветствуется. То есть это, ну, это жизнь, да, человека. То есть если человек занимается такими экстремальными выездами, да, ему для определенных целей требуется такая лодка, то, думаю, найдет своего потребителя, да. Потребителя. Ясно, спасибо за оценку. Друзья, ну что, как видите, мы сами причалили к берегу. После того, как спустили баллоны и дно, ну, дно спустили, было 7 км в час, а потом уже особо вот эти манипуляции с баллонами на скорость не повлияли. Там буквально километр в час где-то разница была. Ну и как видите, само течение большое, да, туда мы идем 7 км в час, обратно идем 19-20. Да. То есть вот можно посчитать, какое здесь течение. Так, ну мы сейчас провели тест с баллонами, экспериментальная лодка. Вот. Сейчас все обратно накачаем. У нас впереди еще один интересный тест. Интересно будет посмотреть грузоподъемность. Все это будем делать с одним мотором, и лодки только будут меняться. Испытано на себе. Есть такой нюанс, еще тают ледники, наледи, и такие вот лединки приходят. Лодки пришвартованы, достаточно опасно это. Что там глубоко? Конкретно, да? Не вставай. Не собрать. Вот. Одна пошла. Все, опасности нет. Испытано на себе. Друзья, ну у нас на очереди следующий тест. Это тест на грузоподъемность. Сейчас мы посчитали наш общий вес. Начнем с 500 килограмм и проверим, как лодка выходит на глиссер на водомете. Все верно? Ну да. А потом будем добавлять вес по 100 килограмм. Там 600, 700, 800. Будем смотреть, как себя лодка ведет. И потом с этим же двигателем мы протестим остальные лодки, которые у нас есть. Мы начинаем разгон.
31, 30, 29, 32, максимально. Все. Так, дошли до сюда, значит, дистанция 500 метров прошли, 550. Так, и теперь обратно, да? Старт. Теперь по течению. Восемь. 39. 41. 40. 41. 41,9 было. Ага. О, так нормально. Так, канистру надо, да? Так, ну, чтобы ему рулить было удобно. Так, разместились. 700 килограмм. Старт с этого места. По мелкой пройди. Тут мелководье. 30. Так, по течению поехали. 37. 38. 39, 40. 800? 800 сделаем? Канистрами? Петю посадим, будет 800. Так, сейчас мы решили замерить скорость течения. Выключили мотор. Ну, пройдем вот примерно где-то до лагеря и там замерим скорость, как раз будет более-менее понятно. 7,8. 8,7, 8,9, 8,9. Ну, средний 8, наверное, можно взять. 8 километров в час. Где-то было 6. Не, мы что-то начали, пока нас крутануло, пока тормозились. Да, мы сейчас тут разгонялись. Он быстрее не разгонится. Он вот максимально этого как раз скорость течения. Сколько у него? Ну, 8 можно сделать, 8. Сейчас мы стартуем, у нас на лодке 800 килограмм груза. То же самое стартовое место. Поехали!
нас что, надо проблема, да? Надо нам еще груз найти. Ну вот, стоят 2 канистры же. Еще 2? Да. Еще 2 полтинника. А если Петя не летает, может Петю посадим? Как раз 100 килограмм. Да, вот Петя. Петя, давай садись к нам. Поехали. Нам нужен груз. На канистры таскать нам надоело. Петя, вес какой у тебя? Сколько весишь? 100. Сейчас у нас Ты же тоже от того, как ты распределишь, Ну, сильно зависит. по канистрам получается, посчитали, да, то есть умножали на 0,8, 260 килограмм канистрами. Еще мы позвали Петра. Итого у нас получается сейчас будет загрузка 860 килограмм. 860 килограмм. Вот у нас канистры. Поехали. О, предел, да? 9, 10, 11, 13, 14, 15. Вот он на глиссер вышел, да? Только на глиссер вышел. 21, 22. 21, 20. Ну, 21. 21. Так, по течению пошли. 17, 16. К берегу подойди, выйди на глиссер. Вот. Медленно выходит, да? 25, 26, 27, 28, 30, 31. Справедливо было. На этой точке. Ну да, 31. 31, да? Ну, мог... Ну, что-то 21-31, все честно. Как будто на разгон пошла. Да, вот. Но, наверное, больше 31 бы не пошла по течению. Этот тест с этой лодкой мы закончили. Сейчас будем переносить мотор на другую лодку и уже проводить те же самые тесты. Ну, то есть сейчас мы 860 килограмм выяснили, что это тот самый груз для вот этой лодки, когда, в принципе, если надо, можно идти по мелководью, да, и выходить на глиссер на мелководье. Но из глубокой воды лодка очень сложно выходит, ну практически не выходит на глиссер. То есть 860 это уже такой пограничный вес. Ну можно округлить там 850. Кого-нибудь? У нас скамейка, стул еще. 25-ка еще. А мотор считается вес или нет? Нет, вес мотора не считается. А 25-ку мы тоже, кстати, не посчитали. Да, поэтому к 900 подходит. Можно сказать, что 900. 900. Округляем. Мы провели несколько тестов. Первый тест был с Шерпой 500, затем на родном моторе Yamaha 50 мы попытались загрузить 6-метровый Алдан и перевесили мотор на Шерпу 470 с дном высокого давления. Ну что, наш тест закончился. Сейчас у Сергея узнаем, какие у него выводы. Сергей. Ну, выводы следующие. Мы подтвердили свою уверенность в том, что выдра 600 Алдан это грузовик. Вот, везет много веса. Мы даже не стали, у нас в лагере не нашлось столько бензина, чтобы его забить, чтобы он на глис не вышел. Вот, то есть выходит уверенно, там 900 килограмм не чувствуется, идет и прям очень здорово. Вот, более такие модели, как Шерпа 500 и Шерпа 470 Эверест. Вот, очень схожи в показателях скорости. Вот, в принципе, даже одинаковые. Мы переживали, потому что в Эвересте мы добавили веса.
вот, который пошел на палубу и на дополнительные перегородки, вот, из материала для высокого давления. Вот. И нам было интересно, насколько потеряется ходкость и грузоподъемность, но вот сравнив с Шерпой 500, учитывая то, что 470 на 30 сантиметров короче, вот, а как известно всем, длина везет, вот, но показатели у нас получились практически одинаковые, показатели скорости при грузе. Вот, единственное, что Шерпа 500 выходила на глис легче, вот, и все-таки вывезла на глис на 100 килограмм больше. То есть, если 500 вывезла все-таки 900, то 470 900 не вывезла 800. Но поговорил с опытными пользователями лодок, которые говорят, что это вполне хороший результат. 800 килограмм, 470. Это здорово. Вот, мы рады, потому что лодка себя показала и в тесте на спускание баллонов, и в тесте на грузоподъемность вполне достойно. Вот, в принципе, считаем, что модель получилась. Дополнительно мы провели тест на загрузку. Аян 430 с мотором в 30 сил поднял на глиссер 500 килограмм и шел против течения со скоростью 21 км в час. 5-метровый Чульман с мотором в 40 сил уверенно поднял на глиссер 900 килограмм груза. Можно считать это хорошим результатом. Узкий Чульман имеет преимущество перед более широкой Шерпой. С мотором послабее он повез такой же груз, как и Шерпа, с более сильным мотором, со скоростью 18 км в час против течения и 22 км в час по течению. Завершив все тесты, мы собрались в обратный путь. Это была очень интересная и насыщенная поездка. Еще раз хотелось бы призвать беречь нашу природу, не оставлять мусор, с уважением относиться ко всему, что вас окружает. Это был проект «Испытано на себе» на канале Якутия 24.